Это новости экономики на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. При переезде на новое место жительства россияне, имеющие звание ветеран труда, должны сохранять положенные льготы. Так считают депутаты Госдумы, подготовившие поправки в федеральный закон о ветеранах. Авторы инициативы напоминают, что почетное звание ветеран труда присваивается за добросовестный многолетний труд, вклад в развитие экономики и социальной сферы. Ветеранам труда положены определенные льготы, перечень которых устанавливают региональные власти. В числе льгот – скидки на оплату коммунальных услуг, на проезд в городском общественном и железнодорожном транспорте. Однако при смене места жительства обладатели почетного звания лишаются всех своих привилегий. Особенно остро проблема стоит в отношении граждан, переезжающих из регионов Крайнего Севера и Сибири. Кроме того, многие регионы сейчас пошли по пути ужесточения требований к людям, которые претендуют на звание ветеран труда. Как отмечают депутаты, одним из критериев получения звания ветеран труда, кроме трудового стажа и наличия наград, также является необходимость проживания в регионе. Почти 10 миллионов российских граждан рискуют остаться без работы из-за слишком высоких темпов роста экономики страны при недостаточно развитой социальной политике. Ранее президент России Владимир Путин поставил перед правительством задачу обеспечить рост ВВП темпами 4–4,5% в год. Одновременно с этим прогноз указывает, что трудоспособное население в России будет сокращаться, а бюджетные предприятия не смогут увеличить производительность. Таким образом, россиянам, которые не заняты в сырьевых отраслях, придется работать на 5–5,5% продуктивнее. Эксперты полагают, что ускоренный рост экономики в сочетании с отсутствием в стране адекватной политики социальной адаптации может привести к тому, что без работы останутся от 6 до 10 миллионов граждан. Специалисты пояснили, что при развитии технологий и резком увеличении производительности труда многие сотрудники станут просто не нужны работодателям. Под угрозой увольнения в первую очередь находятся работники сферы торговли, образования, строительства, транспорта и здравоохранения. Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон об ипотечных каникулах. Он призван защитить граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации от потери жилья. Закон защитит имущественные права граждан, оказавшихся в тяжелых жизненных обстоятельствах. Ипотечные каникулы продолжительностью до полугода могут быть предоставлены по просьбе заемщика, оказавшегося в трудной жизненной ситуации. Кроме того, по выбору заемщика может быть приостановлено исполнение обязательств по кредиту или уменьшен размер периодических платежей. Таким правом можно будет воспользоваться только один раз в отношении одного кредита. При этом срок возврата кредита будет автоматически продлен на период действия ипотечных каникул. Также в течение всего срока ипотечных каникул не допускается обращение взыскания на предмет ипотеки, то есть переданное в залог единственное жилье не может быть изъято. Закон распространится и на ранее заключенные кредитные договоры. Глава Якутии Айсен Николаев провел рабочее совещание по вопросам реализации стратегического проекта «Школа-2025. Перезагрузка», направленного на создание современной образовательной среды и повышение эффективности использования финансовых средств, выделяемых на строительство и реконструкцию образовательных учреждений. Проект направлен на строительство современных, компактных и в то же время многофункциональных и экономически эффективных зданий общеобразовательных учреждений. Айсен Николаев подчеркнул, что проект позволит более эффективно использовать субсидии, выделяемые субъектам Российской Федерации, в целях создания новых типов школ не только по содержательной части, но и в части их строительства. В случае его принятия на федеральном уровне проект предполагает строительство новых школ по современным типовым проектам и реконструкцию зданий для размещения общеобразовательных учреждений, а также переоборудование и модернизацию помещений, оснащение учебных классов современными средствами обучения. Для строительства современных общеобразовательных зданий требуется внесение ряда поправок в действующие санитарные нормы и правила, что позволит увеличить этажность зданий и расширить радиус пришкольных территорий для размещения игровых и спортивных площадок, а также создания комфортных образовательных пространств и благоустройства. На этом пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.